Добрый день, уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые участники совещания. В Актемском наследии в настоящее время идут большие работы. Мы хотели бы выразить огромную благодарность Михаилу Ефимовичу за огромную поддержку в строительстве наших объектов. Хотелось бы поблагодарить наше правительство, районную администрацию и, конечно же, Айсена Сергеевича Николаева за то, что поддержали, поддерживают наш наследие. И в нашем наследии сейчас ведется большая работа по строительству Малой академии наук республики, строительство пристроя библиотеки и архива Николаев-центра, ну и, конечно же, строительство общеобразовательной школы на 220 мест и детского сада на 100 мест в селе Актемцы, взамен аварийных и ветхих зданий. И в прошлом году, благодаря помощи республики по федеральной программе, у нас был проведен капитальный ремонт подъездной дороги к селу Актемцы протяженностью свыше 9 километров. И в настоящее время в Актемском наследии проживает 3092 человека. В прошлом году 3084 человека у нас насчитывалось наследие. В селе Актемцы проживает 2334 человека, в селе Чапаево 758 человек. На 1 июля в селе родилось 13 детей, умерло 10 человек. В наследии прослеживается положительная динамика прироста населения за счет естественного прироста и миграции из других наследов и улусов нашей республики. Нужно отметить, что за последние 5 лет численность населения наследия увеличилась на 254 человека. Трудоспособное население составляет 1578 человек, состоит на учете в Центре занятости по состоянию на 1 июля 55 человек, в прошлом году 104 человека. В прошлом году у нас из-за пандемии закрылось очень много предприятий, общепит, и очень много предпринимателей было вынуждено закрыть свои предприятия. И, конечно, в прошлом году у нас было большое увеличение по учету в Центре занятости. Пенсионеры по возрасту 655 человек наследие, молодежь 1049 детей, дети до 18 лет 881 ребенок. В целом наследие молодой, с учетом того, что у нас еще обучаются студенты высшего отделения, среднего специального отделения, Актемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета. Количество семей в наследии насчитывает 484 семьи, это на этот год, и 459 семей было в прошлом году, на этот же период. Количество детей, женщин детородного возраста в этом году 1376 женщин, в прошлом году 1345 женщин насчитывалось. Количество детей до 18 лет 923, это по данным статучета, и в прошлом году у нас было 953 ребенка. Семьи с одним ребенком 176 семей, в прошлом году 160 семей насчитывалось. Семьи с двумя детьми в этом году 173 семьи, в прошлом году 168 семей. Семьи с 3 детьми 90 семей в этом году, и в прошлом году насчитывалось 91 семья. Семьи с 4 и более детей 45 семей в этом году, и в прошлом году насчитывалось 40 семей. В наследии проживает 11 ветеранов тыла, 334 ветерана труда. Средняя пенсия по наследию составляет 18 135 рублей. Средняя зарплата по наследию в этом году 59 098 рублей. А в прошлом году составляла 57 764 рубля. В наследии планово идут работы по развитию инфраструктурного наследия. Каждый год мы ремонтируем автодороги, автомобильные дороги. С каждым годом у нас прибавляется
новые квартала. На 1 июля текущего года мы дополнительно провели сети летнего водопровода протяженностью 2 километра. И в настоящий момент общая протяженность летнего водопровода на Слиге составляет 48 километров. Охват летним водопроводом личных подсобных хозяйств составляет 98%. Практически полностью село охвачено летним водопроводом. У нас вот буквально новостройки, вот к новостройкам только тут не подведены летнего водопровода. Думаю, до конца этого месяца подключим и вот эти оставшиеся новостройки. В этом году проведены восстановительные работы дамбы Кемикюрах, которая была разрушена весенним половодьем. И в этом году у нас была большая вода с таежной стороны. Были проведены ремонты муниципальных дамб овощехранилища, тепличная, Чагда. Проводится ремонт моста Пилибрес, ведущий к сенокосным угодьям местности Беданькой. Также сейчас проводится работа по ремонту улиц Сайды, Ускул, Тагойск. Это новые у нас микрорайоны, которые вот недавно, года 2-3 назад, введены в строй. Всего крестьянских хозяйств в Актемском наследии 17 крестьянских хозяйств, в том числе СХПК, работают у нас 2 СХПК и сельскохозяйственный потребительский кооператив АЛГЭС, это по заготовке молока. В наследии насчитывается 634 головы КРС, в прошлом году у нас было 783 головы на данный момент. Ну, с каждым годом чуть-чуть уменьшается поголовье, но зато увеличивается поголовье лошадей. На данный момент насчитывается 1717 лошадей. В прошлом году чуть-чуть 1708 лошадей было. Чуть-чуть, но с каждым годом поголовье лошадей увеличивается. В наследии работают 80 индивидуальных предпринимателей. В основном заняты в сельском хозяйстве 17 индивидуальных предпринимателей, в торговле 16 предпринимателей, в сфере бытовых услуг 11 предпринимателей, сфера таксомоторных услуг занято 8 предпринимателей, в строительстве и производстве 9 предпринимателей. Ну, иные сферы услуг насчитывается 17 предпринимателей. В этом году по социальным контрактам у нас прошли районную комиссию 2 семей. В этом году средний грант насчитывает, составляет 250 тысяч рублей. И на данный момент 2 семьи получили около 500 тысяч рублей. Ну и до конца года у нас много инфраструктурных работ. Это в этом году мы должны провести строительно-монтажные работы по прокладке газопровода высокого давления и установке подстанции, газовой подстанции. Это на новый микрорайон, который был сформирован года 3 назад на 120 участков. И, конечно же, по программе поддержки местных инициатив мы должны провести работы по ремонту улиц Наслега твердым покрытием. В этом году по республиканской программе «Моя Якутия в 21 веке» в селе Чапаево должны начать строительство двухэтажного жилого дома. Также в Наслеге мы в этом году должны начать строительство 4-этажного каменного здания по федеральной программе переселения из ветхого аварийного жилья. По этой программе в Наслеге должны построить 5 4-этажных каменных зданий в каменном варианте. Это до 2024 года.
Ну и по подготовке встречи столетия ЯССР мы готовим создание муниципального туристско-рекреационного комплекса с охватом всей территории наследия. Местность Уртодойду, нашу набережную Актемскую. У нас во многих микрорайонах очень красивые ландшафты. Мы вот хотим на всю территорию наследия охватить муниципальным туристско-рекреационным комплексом. Тем более Малая академия наук планирует создать, разработать проект Всемирного центра Мамонта. Также мы планируем разработать дизайн-код Актемского наследия, чтобы все наши детские площадки, территории отдыха, скверы, все наши благоустраивающиеся объекты были в едином дизайн-стиле. У меня коротко все.